Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Андрей Белый, и я рад приветствовать вас на канале «Чужие родные». Грохот в прихожей раздался такой, будто рухнул шкаф с антресолями. Людмила замерла с чашкой в руках, не донеся ее до рта. Чай был дешевый, в пакетиках, с привкусом картона. На нормальной листовой в этом месяце денег не выкроили. В прихожую ввалились двое. Первым, сопя и отдуваясь, вошел Виталий. За ним, как буксир, вплыла Зинаида Степановна. Свекровь была в своем репертуаре. Пальто расстегнуто, шарф волочился. В руках внушительные сумки, но не с продуктами, а с чем-то твердым и гремящим. «Людочка, принимай аппарат!» — гаркнула Зинаида, даже не разуваясь. Грязь соседних ботинок тут же впиталась в коврик, который Люда стирала вчера вечером. «Какой аппарат?» — тихо спросила она, ставя чашку на стол. Внутри начала подниматься привычная тягучая тоска. «Безопасность!» — торжественно объявил Виталий. Он выглядел возбужденным, глаза бегали. Так он выглядел всегда, когда мать вбивала ему в голову очередную гениальную идею. «Мы тут посоветовались с мамой. Время сейчас неспокойное. Ты квартиру бабкину продаешь? Продаешь. Деньги будут на руках? Будут. А район у нас какой? Проходной двор». Он вытащил из коробки белую пузатую камеру на ножке, похожую на одноглазого робота. «Видеонаблюдение», — веско добавила свекровь, проходя в кухню и сдвигая Людину чашку на край стола, чтобы поставить свою сумку. «С датчиком движения и записью звука. Виталик настроит, будет нам на телефон транслировать, чтобы мы знали, что у тебя тут никого постороннего». Людмила посмотрела на мужа. Ей 38. Она работает старшим администратором в стоматологии. Каждый день разруливает скандалы с пациентами, которые хотят голливудскую улыбку по цене пломбы из цемента. Она умеет считать деньги. И она прекрасно понимала, эта камера не от воров. Это ошейник. «Я не давала согласия на съемку в собственной квартире», — сказала она ровно. «В нашей квартире», — поправил Виталий. «Люда, не начинай. Это для твоего же блага. Ты женщина беспечная. Впустишь газовщика какого-нибудь, а он тебя по тебе не тюк, и ищи свищи миллионы». «Деньги будут на счете, Виталик. Никакого нала». «Счета взламывают», — возмутилась Зинаида Степановна, открывая холодильник. «Ой, а что, супа нет? Виталик с работы голодный. Ты о муже думаешь или только о наследстве своем?» Людмила молча смотрела, как свекровь по-хозяйски переставляет кастрюли. Квартира бабушки, царство ей небесное, была продана условно вчера. Задаток был уже на руках. Основная сделка через неделю. 3,5 миллиона. Старая двушка в хрущевке на окраине. Для Виталия и Зинаиды эти деньги были как красная тряпка. Они уже поделили шкуру неубитого медведя. Виталику нужна была машина. Старая Мазда сыпалась. Зинаиде Степановне ремонт на даче и зубки подлечить. Людмила же планировала иначе. Ей нужна была не машина.
Ей нужна была жизнь без страха, что завтра не хватит на куртку сыну. «Камеру ставить не будем», — повторила Люда. Виталий вдруг побагровел. Он швырнул коробку на стол. «Будем? Я глава семьи или кто? Я сказал безопасность. Значит, безопасность. Ты вечно все усложняешь, Людмила. Вечно ты самая умная. Мама дело говорит, она жизнь прожила». Зинаида Степановна довольно кивнула, доставая кусок колбасы и откусывая прямо с палки. «Ставь, сынок, на холодильник ставь, чтобы весь обзор был, и вторую в коридоре». Людмила посмотрела на жирный след от губной помады на краю своей чашки, из которой теперь пила свекровь. Внутри что-то холодное и твердое, как лед, наконец-то сомкнулось. «Ставьте», — подумала она. «Смотрите, кино будет интересным». Неделя до сделки превратилась в липкий кошмар. Камеры мигали красными диодами днем и ночью. Одна стояла на кухне, глядя прямо на стол, где Люда обычно считала квитанции. Вторая висела в прихожей, фиксируя каждый вход и выход. Жизнь превратилась в реалити-шоу. «Люда, ты почему вчера пришла в 7:15?» — спрашивал Виталий за ужином, глядя в телефон. «У тебя смена до 6. В магазин заходила». «Чека в пакете нет, я смотрел», — бурчал он. «Где ты шлялась 1:15?» Он не ревновал, он контролировал. Женщина, у которой скоро будут миллионы, должна быть на коротком поводке. Зинаида Степановна теперь звонила по 5 раз на дню. «Людочка, я видела, ты в шкатулку полезла в спальне. А что ты там ищешь? Документы на квартиру? Ты их лучше Виталику отдай, он надежнее спрячет. В гараже у него сейф есть». «Нет у него сейфа, Зинаида Степановна». «Ну, в ящик положит. Ты, главное, сама не носи, потеряешь. Ты же растеряша. Помнишь, как на зонтик в автобусе оставила в 2015-м?» Они давили. Методично, грубо, по-бытовому. Виталий перестал имитировать поиски новой работы. А зачем, если скоро привалит богатство? Он целыми днями лежал на диване, смотрел сериалы и рассуждал, какой бизнес откроет. «Автомойку», — мечтал он, ковыряя в зубах зубочисткой. «Поставим керхеры, деньги рекой. Ты, Люда, не понимаешь, это инвестиции. А ты хочешь что, в ипотеку влезть, расширяться? Зачем нам трешка, нам и тут нормально». Им было нормально в ее добрачной однушке, где они жили втроем. Люда, Виталик и 10-летний Пашка. Пашка делал уроки на кухне, пока папа смотрел телек. Пашка спал на раскладном кресле. Люда молчала. Она вообще стала очень молчаливой на этой неделе. Она приходила с работы, готовила, убирала, проверяла уроки у сына и ложилась спать, отвернувшись к стене. А действовала она в обеденные перерывы. «Люсь, ты уверена?» — спрашивала ее коллега. Рита — женщина крупная и бывалая, дважды разведенная. Они сидели в подсобке стоматологии, где пахло кварцем и старым кофе. «В чем, Рит? В том, что они меня сожрут?» «Уверена». «Ну, муж все-таки. Может, поговорить?» «Я с ним 10 лет говорила.
а он слушает только маму. Они уже решили, Рита. Они уже эти деньги потратили. Они думают, что я — это просто банкомат, который временно заело. Люда достала из сумки папку. «Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделала в день сделки». Наступил день Х, четверг. Серый, дождливый ноябрьский четверг, когда город похож на грязную тряпку. Виталий с утра был на нервах. Он надел свой единственный приличный костюм, который стал ему мал в плечах, и ходил по квартире, проверяя карманы. «Паспорт взяла, выписку ЕГРН, пароли от Сбербанка помнишь? Смотри мне, не тупи там. Мама подъедет прямо к банку». «А зачем?» Люда застегивала сапоги, стараясь не поднимать голову, чтобы он не видел ее глаз. «Для поддержки. И вообще деньги большие, нужно охранять». «Я сама справлюсь, Виталик. Это моя подпись и моя квартира». «Наша!» — рявкнул он так, что камера в прихожей, казалось, моргнула. «В браке все общее, и не смей мне там фокусы выкидывать. Оформим продажу, деньги сразу перекидывай на мой счет. У меня там проценты выше, накопительный, я узнавал». «Хорошо», — тихо сказала Люда. Это «хорошо» прозвучало так покорно, что Виталий расслабился. Он потрепал ее по плечу. «Ну вот, умница. Вечером отметим. Мама холодец сварила». Они вышли из дома. Но у метро Люда вдруг остановилась. «Виталь, я телефон забыла на зарядке, а там приложение банка». Виталий закатил глаза. «Ну ты клуша! Я ж говорил, иди бегом, я тут подожду. Или нет, давай я с тобой». «Нет, ты иди занимай очередь к менеджеру, там по записи, но могут влезть. Я мигом, одна нога там, другая тут». Виталий колебался секунду. Жадность победила подозрительность. «Давай бегом, если опоздаешь, убью». Он нырнул в метро. Люда проводила его взглядом. Как только его спина исчезла за турникетами, она развернулась, но не пошла домой. Она достала из кармана второй телефон. Старый, кнопочный, с новой симкой, о которой никто не знал. «Алло, Николай Петрович?» «Да, я еду». «Нет, муж не приедет, сделка в силе». «Да, все документы у меня». Она вызвала такси совсем в другую сторону. Не в то отделение банка, о котором знала свекровь. Сделка была назначена в центральном офисе, а не в районном, как она соврала мужу. Там Люду уже ждала ее мама Тамара Олеговна. 2 часа спустя телефон Люды, тот, что основной, разрывался от звонков. 48 пропущенных от любимой, 20 от Зинаиды Степановны. Она сидела в кабинете нотариуса. Покупатель, приятный молодой айтишник, уже подписал договор. «Людмила Сергеевна, реквизиты для перевода верные?» — уточнил он. «Да, деньги блокируются до регистрации, потом уходят продавцу». Только продавцом выступала не совсем Люда прежняя. И еще. Люда положила на стол второй документ. Договор купли-продажи встречной покупки. Айтишник не вникал в ее схемы. Ему было все равно. А схема была простой и жесткой, как удар кирпичом. Деньги от продажи бабушкиной квартиры не падали на карту, до которой мог добраться Виталий с утюгом
или уговорами. Они автоматически, минуя руки Люды, уходили в счет оплаты строящейся евро-двушки в другом районе. Договор был составлен на имя мамы Люды, Тамары Олеговны. В 3 часа дня она вышла из офиса. Дождь кончился. Воздух был холодным и чистым. Она включила основной телефон. Он тут же взвыл. «Ты где?» — орал Виталий в трубку. «Мы в банке. Тут нет никакой сделки. Менеджер говорит, ты не записывалась». «А я в центре, Виталик», — спокойно сказала Люда. «Сделку перенесли. Извини, замоталась». «Что ты врешь? Мама с давлением. Ладно, где деньги?» «Дома буду через час. Там и поговорим». «Бегом. Если через час тебя не будет, я не знаю, что я сделаю». Виталий прилетел домой раньше нее. Зинаида Степановна, видимо, осталась пить корвалол на лавочке или поехала следом на автобусе. Люда не спешила. Она зашла в магазин, купила торт. Вафельный, самый дешевый, который любил Пашка. Пашка был у бабушки, другой, маминой сестры, до вечера. Слава Богу. Она подходила к подъезду, когда на телефон пришло уведомление от приложения «Умный дом». Обнаружено движение, камера, кухня. Люда остановилась у подъезда, достала смартфон. На экране была прямая трансляция. Виталий метался по кухне. Он был страшен. Лицо перекошено, галстук сбит на бок. Он открывал шкафы, вышвыривал крупы, банки, тарелки. Он схватил ящик со столовыми приборами и с размаху перевернул его на пол. Вилки и ложки разлетелись веером. Потом он ударил ногой по стулу. Стул отлетел, врезался в холодильник. Он не искал деньги, он готовил сцену. Люда видела, как он на секунду замер, глядя прямо в объектив камеры на холодильнике. Его глаза сузились. Он знал, что Люда может смотреть. Или он хотел, чтобы она увидела последствия, когда войдет. Он схватил банку с мукой и швырнул ее в стену. Белое облако взметнулось, оседая на шкафах, на полу, на его пиджаке. Он создавал хаос, чтобы подавить ее волю, чтобы она вошла, увидела этот погром и поняла: сопротивляться нельзя. Безумцу деньги отдают сразу, лишь бы не трогал. Затем он достал телефон и позвонил матери. Видимо, скомандовал: «Смотри, сейчас она войдет». Люда видела, как он садится на уцелевший табурет посреди хаоса, тяжело дыша. Он ждал. Люда закрыла приложение, глубоко вдохнула сырой воздух. «Ну что ж», — сказала она вслух, — «попкорн закончился». Она набрала код домофона. Лифт ехал бесконечно долго. На площадке было тихо. Дверь в квартиру была не заперта. Замок сломан. Нет, просто открыт. Люда вошла. В прихожей валялась ее куртка, сброшенная с вешалки. Виталий постарался на славу. Она прошла на кухню. Виталий сидел там, где она его и видела, весь в муке, как злой мельник. Рядом с ним стоял початый пакет сока. «Явилась», — просипел он. «Ну, нравится?» Он обвел рукой разгромленное помещение. Битая посуда хрустела под его ботинками. «И это только начало, Люда. Если ты сейчас же не скажешь, где деньги, я эту хату разнесу по кирпичу. А потом возьмусь за тебя. Меня довели.
мать лежит сердцем. Ты нас за дураков держишь?» Он встал, нависая над ней. Он был большим, рыхлым, но сейчас опасным. Опасным своей безнаказанностью. «Телефон давай!» — протянул он руку. «Заходи в Сбер, переводи, быстро!» Люда не отступила. Она даже не вздрогнула. Она посмотрела на камеру, мигающую на холодильнике красным глазом. Там, по ту сторону экрана, сейчас сидела Зинаида Степановна и, наверное, подзуживала. «Дави ее, Виталик, дави!» Людмила медленно полезла в сумку. «Давай, давай!» — ухмылялся Виталий, предвкушая победу. Людмила достала файл с документами. Она обошла кучу битого стекла, встала прямо под камерой, так, чтобы Виталий видел, но главный зритель был в объективе. «Смотри, Виталик!» — сказала она громко и четко, обращаясь скорее к камере. «И вы, Зинаида Степановна, смотрите внимательно. Очки там наденьте». Она подняла первый листок к объективу. «Это, — сказала Люда, тычем пальцем в строку, — выписка со счета. Баланс — 0 рублей 0 копеек». Виталий замер. Рот его приоткрылся. «Ты куда их дела? Наличка сняла? Где сумки?» «Нет». Люда перевернула страницу. «А это договор долевого участия. Квартира оформлена на мою мать. Деньги списаны без возможности возврата. Сдача дома через полгода». Ты купила хату без меня?» Виталий начал краснеть, наливаясь дурной кровью. «Мы же муж и жена. Я расторгну. Это совместно нажитое». «Не расторгнешь». Люда достала третий лист, самый важный. Она поднесла его к камере вплотную так, чтобы автофокус поймал жирную печать. «Исковое заявление о расторжении брака», — прочитала она вслух. В кухне стало тихо. Слышно было только, как капает вода из крана, который Виталий, видимо, свернул в припадке ярости. Виталий моргал. Информация доходила до него с трудом, пробиваясь через пелену ярости и уверенности в собственной власти. «Развод?» — переспросил он, как ребенок. «Какой развод?» «Обычный». Люда аккуратно убрала бумаги в файл. «И еще. Видишь эту камеру? Ты сам ее поставил. И маму попросил смотреть». Она указала на разгром. «Это все записано. Звук пишется. Твои угрозы, разнесу хату, возьмусь за тебя. Это, Виталик, статья 119 Уголовного кодекса». Она достала телефон. «Участковый уже идет. Я вызвала его еще от метро. Сказала, что муж крушит квартиру и угрожает. Запись в облаке, доступ у меня есть. Показать ему или сам соберешь вещи и к маме уйдешь прямо сейчас?» Виталий осел на табурет. Мучное облако вокруг него уже осело, превратив его костюм в клоунский наряд. Челюсть тряслась. «Ты не сделаешь этого, у нас Пашка». «Пашка останется со мной в новой квартире. А ты...» Она посмотрела на него с брезгливостью, которой раньше в себе не замечала. «Ты платишь алименты с той самой черной зарплаты, о которой ты так любил хвастаться. Я знаю, где ты на самом деле работаешь и сколько получаешь. Налоговой это тоже будет интересно». Звонок в дверь разрезал тишину, как нож. Резкий,
требовательный. Виталий дернулся, глядя на дверь с затравленным зверем. «Люда, Людочка!» — забормотал он, сползая с табурета на колени прямо в муку и осколки. «Не открывай, скажи, что мы поссорились. Да прости, мать попутала. Это все она. Я уберу, я сейчас все уберу». Он начал лихорадочно сгребать руками черепки, реже ладони. Кровь капала на белую муку, создавая жутковатый узор. «Не надо», — холодно сказала Люда. Она подошла к холодильнику и с корнем выдернула шнур камеры, обрывая связь с тем миром, где она была жертвой. Затем она развернулась и пошла открывать дверь, чувствуя, как с каждым шагом с плеч падает бетонная плита, которую она тащила 10 лет. На пороге стоял молодой лейтенант. «Вызывали? Гражданка Смирнова?» Люда оглянулась на кухню, где в полумраке, среди руин своей жадности, скулил бывший глава несуществующей семьи. «Да», — улыбнулась она впервые за много лет искренне. «Проходите, бывший муж буянит, угрожает. Поможете вывести?» Она знала. Квартира бабушки продана, но свободу она купила только сейчас. И цена оказалась на удивление низкой, всего лишь одна разгромленная кухня. Спасибо, дорогие слушатели, за прослушивание рассказа. С вами был Андрей Белый. До встречи в новых видео.